Привет, ребята! Сегодня будем изучать 30-й урок чеченского языка. И, как я обещал, будут дикие звери. Значит, дикие звери по-чеченски будут ахрой. Ахрою – это дикие звери. Ахрою. И вот первый, самый главный дикий зверь – это лев. Ну, царь зверей, конечно. Вот. Лев по-чеченски это лом. Ломду. Ну, естественно, царь зверей это лом. То есть, Эрика, запоминай. Ломду. А если львица, ну, у льва должна быть львица. Львица будет стенломду. То есть стенломду. Ломду, стенломду. Ну и если у них родится львеночек, то его будут называть ломанкорнию. Корни это как корни, это малыш. Получается ломан корнию. Это львенок. Следующий по значимости после льва идет тигр. Тигр будет, как бы сейчас прочитать, у него длинное слово. Цокломду. Цокломду. Слышишь? Цокломду – это тигр. Цокломду. И цокломан корнию – это будет тигренок. Элька х сан цокломан корнию. И еще следующее дикое животное – это лиса. Лиса будет цхогал. И цхогалду – это лиса, а цхогалан корнию – это лисенок. Лисы красивые животные, такие собачьи. И последнее, очень важное слово – это волк. Волк по-чеченски будет борз. Борзью. Да, вот так вот. И вообще, если я правильно знаю, Элька, то у чеченцев борз – это как национальное животное. Вот так. Так что такой вот сегодня коротенький урок чеченского языка, где мы изучили диких зверей. Я сейчас их повторю. Это будет ахрой, это дикие звери, ломду, стенломду, ломан корнию, цокломан корнию, цогалан корнию и борзью. А цогалду, а цогалан корнию. Адюкьолсан.